Сэм Банана Худут, здравствуйте, друзья! Сегодня вновь будем размышлять о том, была ли возможность у Бурятии в 90-х годах выйти из состава России и какая вероятность у нас сейчас есть, да? Ну ладно, давайте начнем. Итак, я вновь посмотрел чуть-чуть стрим Анны Зуевой с Игорем Пронькиновым. Это один из тоже деятелей в 90-х годах, в конце 80-х, 90-х годах. Он активную деятельность вел, стоял у истоков многих национальных движений. И сразу, что хочется отметить, в те времена это стало деятельность уже полностью легитимной. Они даже смогли ее зарегистрировать. То есть с тем, что сейчас происходит в наше время, это, конечно, сравнить нельзя. Тебя могут сейчас зарегистрировать только в иноагенты, экстремисты, сепаратисты и так далее, да. Ну и подвергнуть какой-то там внесудебной расправе. То есть на тот момент это совершенно другая была деятельность, и, конечно, изначально у них задачи были совершенно другие. То есть все эти деятели сейчас признают, что у них главная задача была переименовать Бурятию в Бурят-Монголию и, получается, признать репрессии. Но это, знаете, вот это обычная наша бурятская хитрость. Давайте потихонечку что-то там делать будем, да. Вот это сделаем, не будем слишком рисковать, не будем лезть и никуда. Знаете, в этом деле, да, я как думаю, не надо вот здесь, знаете, вату катать. Если ты что-то делаешь это сразу, либо это не делаешь вообще ни хрена. То есть я что хочу сказать наперед, да, вот тем деятелям, которые мне порой, как сказать, что-то советуют, там, не будь таким резким, не будь таким упрямым, там, надо потихонечку, там, вода камень точит. Да это все херня на самом деле. Это все просто боязнь. Либо ты что-то делаешь, либо ты что-то заявляешь, да, о себе и о том, что ты за независимость, да, либо ты просто как бы идешь нахер, да, на самом деле. Ну, как с ними и поступили в итоге. Создали просто вот эту альтернативную организацию ВАРК, Всебурятскую ассоциацию развития культуры, и как бы и послали их. То есть они уже больше никаких решений там не принимали. То есть шанс был у этих людей, но, к сожалению, они его упустили, потому что изначально, я так понимаю, это все-таки были не борцы, это были какие-то люди около чиновничьего такого плана, то есть что-то, видимо, хотели ухватить, перехватить, денег заработать, что-то такое. Может быть, вообще, в принципе, ладно, давайте не будем там их как-то порочить или еще что-то. Ну, по итогу они же все равно все чиновники стали. Я хочу сказать о том, что у них вообще, видимо, масштаба понимания просто, в принципе, не было о том, что это вот действительно можно обрести независимость. Видимо, они верили вообще в какие-то советские идеалы, что-то такое. Ну и, в принципе, я сейчас так смотрю на некоторых этих людей. Мне кажется, они до сих пор вообще о независимости даже как бы и не помышляют. Ну, в принципе, у них жизнь как бы уже прошла. Что там сейчас, о чем париться-то, в принципе. Я хочу другое сказать. Вот как раз-таки полезно, что Анна занимается этим. Пусть она показывает вот этих вот функционеров. Пусть они рассказывают о себе, потому что это очень важно на самом деле. Важно их свидетельские показания, важно их признание о том, что, ну, в общем-то, к сожалению, в 90-х годах речи о том, чтобы получить независимость, не было, и поэтому и подвижек не было в этом деле. Ну и, я так понимаю, там ярких харизматичных лидеров еще не было, к сожалению, то есть которые могли бы сопротивляться власти, хотя не такого уж сильного давления-то и не было. То есть мы сейчас какие ошибки не должны допустить? Не надо просто, знаете, быть ватакатами, да? Не надо вату катать не надо, короче. Если ты хочешь независимость, то все.
ты за это топишь, да. Если нет, то, ну, как бы все. Занимайся дальше своей жизнью, что-то там делай. Лучше об этом как бы даже и не думать. Тут не может быть какого-то, знаете, хитрого подхода или еще что-то, да. Хитрый бурятский подход здесь не сработает. Ну, потому что он, в принципе, и не срабатывает. То есть мир, он как бы устроен все равно по-другому. То есть, смотрите, если ты будешь таким вялым, да, как бы овощем, и что-то там ходить, просить у кого-то, писать письма, тебя просто всегда пошлют нахер. Вот и все. То есть, ну, как бы скажут тебе, ну да, мы рассмотрим твои письма, но как бы пока ты просто иди нахер и все. Ну ладно. То есть вот это сразу надо понимать, что цели надо сразу ставить такие, как бы глобальные, и не отказываться от них, и добиваться их. Вот это вот главное, да. То есть, и, конечно, получается, ждать момента. И когда этот момент наступит, я вот еще раз хочу сказать, не надо просто катать вату. Не надо там что-то прикидываться. Мы будем такими, мы будем сякими. Нет, надо изначально цели ставить. Вот независимость и все. И, пожалуйста, наши округа назад, на родину. И бурятский язык государственный и так далее, да. Единственный государственный. То есть, понимаете, изначально из-за того, что, к сожалению, ну, такие лояльные, в общем-то, люди стояли у истоков этих организаций. Ну, мы как бы имеем то, что имеем. И я считаю, все равно на них ответственность есть из-за событий, которые сейчас происходят. Это то, что Бурятия сейчас очень активно вовлечена в войну, то, что столько молодых парней там погибает, из-за того, что просто вот эти люди на тот момент мямлили и как-то, ну хотя бы больше бы прав и свобод могла Бурятия получить, как-то она могла более быть сильной. И еще, знаете, вот это вот самый бред, что они Потапова откуда-то нахрен притащили из Центральной Азии, да, получается, он где-то там работал, они его зачем-то притащили и поставили президентом. То есть вот это вообще какой-то бред полный, я вот это даже не понимаю, это что, какой-то хороший какой-то руководитель, что ли, или был? Неужели они не могли бурята какого-то порекомендовать? Зачем им Потапов этот вообще сдался? Ну ладно, Худут, не буду я злиться, потому что я вот заметил действительно вот это вот выплеск этих негативных эмоций, он нервов плохо действует. Ну, просто я хочу сказать, что на будущее надо ставить цели, как бы понятные цели для всего народа. Не то, что там переименовывать Бурятию в Бурят-Монголию. Вообще, зачем это нужно было? Это вообще какая-то смешная просто цель. Ну и, честно говоря, я, конечно, разочарован той деятельностью. Это все какая-то, не знаю, какая-то пионерия вообще. Что это такое? Стыд, позор, короче. Ну, как сказать, на тот момент просто, видимо, не было ресурсов, возможностей, к сожалению, у бурят как-то объединиться, и таких людей, к сожалению, не нашлось. Главное, чтобы сейчас эти люди находились, потому что сейчас, видите, ситуация-то как бы намного хуже, потому что сейчас, в данный момент, это все карается законом. Ну, вообще, по идее, могут просто убить даже. Но я думаю, зато в этих условиях наша нынешняя думающая часть населения, желательно, чтобы она была молодая, она, конечно, будет более жесткой, более непримиримой и более конкретные, четкие цели и задачи будет ставить. Не то, что в конце 80-х, когда это все было разрешено, вот когда вам дали вот так на руке, да, вот берите, и они не смогли это взять, и не смогли отстоять. Так что вот сейчас, ну, Худут, не катайте вату, не будьте овощами и будьте настоящими бурятскими хубунами, да. Зайну Худут. Обязательно подписывайтесь, комментарии бышекты, лайки тавикты. Зайну Худут, дахинул за тарабайрте.